Приветствуем. Сегодня у нас, такой разбор источников по истории кыргызов. Да, тема интересная. Очень. В фокусе происхождения племен Кытай и Найман. Как они оказались внутри кыргызского народа. И какая тут связь с киданиями, или каракитаями. М. Которые действовали на Алтае в X-XII веках. Именно. Попробуем разобраться в этих довольно запутанных этнополитических связях. Начнем? Давайте. Ну вот материалы, которые у нас есть, они и говорят о столкновениях. Алтайские кыргызы и кидани. Те самые кидани, что пришли с востока. Да, те, что двинулись на запад в XII веке. Их империя Ляо пала, и они пошли. И когда это началось? Примерно. Первые такие серьезные стычки, судя по всему, это где-то 1130-е годы. Мгм. Есть даже, такая гипотеза, что эти события могли как-то отразиться в эпосе Манас. Но это, конечно, пока требует еще проверки. Понятно. Но вот что интересно. По источникам выходит, что под кара-китаями, Да. с которыми воевали предки кыргызов на Алтае, могли подразумеваться найманы. Вот! Это очень важный момент. Это же все меняет. Неужели их могли просто, перепутать? Ну, смотрите, не то чтобы прямо перепутать. Скорее дело в местном восприятии. То есть? Тюркские племена Алтая и кыргызы в том числе, они вполне могли использовать термин «кара-Китай» как, скажем, общее название Для кого? для разных пришлых с востока монголоязычных групп, включая найманов. Такое бывало в истории. Есть какие-то подтверждения? Косвенные есть. Например, армянский автор XIII века Гайтон. Он пишет, что земли найманов и кара-китаев, они как бы рядом, за Иртышом. То есть он их различает, но селит по соседству. Именно. Он-то различает. А вот кого имели в виду сами алтайские кыргызы, когда говорили «кара-Китай» в своих преданиях, вот это вопрос. Мгм. Но найманы ведь действительно были силой. Монгольское племя. Очень сильное. И они конфликтовали с кыргызами. Еще как. Есть сведения, что они даже вытеснили кыргызов с Алтая с Прииртышья, где-то в середине XII века. Так, стоп. Если они враги вытеснили, то как объяснить, что и найманы, и Кытай упоминаются как компоненты, вошедшие внутрь кыргызского народа? А вот это и есть сложность этногенеза, это же живой процесс. Враги становятся частью. Получается, что так, часть найманов, видимо, действительно влилась в состав алтайских кыргызов. Причем довольно рано, похоже, не позже начала XIII века. А с Китаями та же история. Похоже. Вероятно, Китай это были разные группы, тоже тюрко-монгольские, пришедшие с той волной киданьской миграции. И они взяли себе имя Китай. Могли воспринять этноним от, так сказать, доминирующей силы. И потом эти группы вошли не только в кыргызов, но и в казахов, узбеков. То есть это название распространилось. Да. И важно, что оба эти элемента, и найман, и Китай, они фиксируются в родоплеменной структуре кыргызов. Особенно в объединении Ичкилик или Булгачи. А оно откуда? Его корни тоже связывают с Алтаем. Это как раз одна из опор южных кыргызов. Значит, получается такая картина. На Алтае в X-XII веках настоящий котел. Именно котел. Пришли енисейские кыргызы, смешались с местными тюрками, кимаками, кыпчаками. Огузами, карлуками. Да. А потом еще и впитали в себя части тех, с кем воевали найманов, и тех, кто ассоциировался с киданиями, вот этих китаев. Какая мозаика? Совершенно верно. И если смотреть шире, то вот эти алтайские кыргызы уже такой сложный сплав. Угу. С найманскими китайскими элементами. Они потом эмигрировали на Тянь-Шань. И стали основой современных кыргызов. Да, они легли в основу. И то, что названия Найман, Китай сохранились в родах, в том же Исчиликиле, это прямое свидетельство той сложной истории интеграции там на Алтае. Какой же вывод можно сделать из этих материалов? Главный. Наверное, то, что история этногенеза — это совсем не прямая дорога. Точно не прямая. Группы, которые вчера были врагами, как найманы, или ассоциировались с ними, как Китай, через киданий, они в итоге стали неотъемлемой частью народа. В самый важный период его сложения. Да уж.
История полна сюрпризов. И вот тут, кстати, возникает интересный вопрос уже для нас, для размышления. Какой? А если такие этнонимы, как «Кара Китаи», могли на месте означать не совсем то, что мы привыкли думать, ну, например, тех же найманов? Да. Что насколько внимательнее нам нужно быть с другими древними источниками, насколько часто за знакомым названием могла скрываться другая реальность, насколько, так сказать, подвижными и ситуативными были все эти идентичности в прошлом. Действительно, есть над чем подумать. Спасибо за этот разбор. Спасибо.